Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Соответствует ли действительности информация о том, что инвалиду Отечественной войны народа Абхазии отказано в помощи? Ресторан абхазской кухни «Ривьера» в Москве стал победителем престижной национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». В столице Российской Федерации состоялся юбилейный концерт московского детского ансамбля абхазского танца «Амцепс». Коллективу исполнилось 10 лет. Под председательством президента Аслана Бжаня прошло заседание Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте главы государства. За заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией и активную общественную деятельность указом президента Аслана Бжаня Абу Юсуф Шахимович Банов награжден орденом Ахзапша третьей степени. Абу Юсуф Шахимович с началом грузино-абхазской войны принимал самое активное участие в отборе добровольцев и их подготовке, а затем направлении в Абхазию. Сопровождая добровольцев, он 9 раз переходил российско-абхазскую границу по горным тропам через перевал Дамхурц. При его непосредственном участии в ауле Хабез была подготовлена база по размещению прибывающих добровольцев. С аула Хабез в Абхазию доставляли продукты питания, перевязочные материалы, а обратно вывозили беженцев с блокадного города Тхуарчала, раненых и тела погибших бойцов. После окончания войны Абу Юсуф Банов с помощью своих друзей, близких организовал сбор и доставку более 260 тонн различных продуктов питания в Абхазию. 35 выпускников школы Абхазии по его личной просьбе были приняты в различные вузы КЧР, КБР и Адыгеи. Он принимал самое активное участие в становлении послевоенного МВД. Вся его деятельность направлена на сближение братских народов КЧР и Абхазии. Абу Юсуф Банов, кавалер ордена Леона, в настоящее время является председателем Карачаево-Черкесской региональной общественной организации «Совет старейшин черкесского народа». Премьер-министр Александр Анква принял граждан, пострадавших от пожара в многоквартирном жилом доме в городе Гагра, сообщает пресс-служба правительства. Огнем полностью уничтожено имущество 11 семей, которые остались без жилья и средств к существованию. В настоящее время они проживают в гостинице, а некоторые из них нашли временное жилье самостоятельно. Было отмечено, что местные власти примут все возможные меры по предоставлению жилья пострадавшим, а комиссия по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров республики в ближайшее время примет соответствующие решения по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в результате пожара в трудной ситуации. На днях в социальных сетях появилась публикация, в которой говорилось о том, что инвалид Отечественной войны народа Абхазии Джемал Еник нуждается в срочной операции. При этом отмечалось, что он обращался за помощью в правительство республики, где ему отказали. В публикации был указан номер счета, на который автор поста просил граждан помочь инвалиду и перевести деньги. Соответствует ли данная информация действительности, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. В публикации, которая накануне появилась в соцсетях, анонимный пользователь утверждает, что ветерану войны Джемалу Еник предстоит операция, на которую требуется 400 тысяч рублей, и в помощи ему отказано. Однако, по словам председателя Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Имзара Ашуа, ветеранская организация занимается вопросами лечения Джемала Еник с 2020 года, и за все это время ему ни разу не было отказано в помощи. Сперва была одна нога отрезана, он в аварию попал, и одну ногу отрезали, вторую ногу он инфекцию занес. Мы старались вылечить, но не помогло. В итоге отрезали ногу, а потом мы его 4 месяца назад, обе ноги мы протезы сделали ему, почти 700 тысяч мы заплатили в Краснодаре. И вроде все было нормально, и к нам он больше не обращался. По словам руководителей фонда, вопросы ветеранов решаются очень быстро. Если человек обратился с заявлением о помощи, на рассмотрение документа у организации есть всего 5 дней, а в экстренных случаях 1. То есть мы запрос отправляем сразу в клинику, договариваемся, они назначают число, время, когда он должен прибыть, и мы сразу же отправляем. И никаких задержек с нашей стороны не бывало. Как только с России ответят, что надо ему ехать, мы быстро организовываем это и отправляем его на лечение.
С 2020 года на лечение Джемала Эйник потрачено 1 миллион 282 тысячи рублей. В фонде ведется постоянный финансовый отчет. Деньги на лечение ветеранов перечисляются в медучреждения. На руки они не выдаются. Каждую неделю заседает правление фонда, где рассматриваются вопросы оказания помощи ветеранам. С каждый понедельник правление фонда собирается со всех структур, с Минобороны, соцобеспечения, с Министерства финансов, Общественная палата. Все собираемся, рассматриваем документы, поданные заявления, да, за неделю собираем, потом рассматриваем, и чтобы все это видели. У нас все открыто, ничего секретного здесь нет. И ответственность также несут все члены комиссии. За 2 года нашей работы не было ни одного случая, что мы кому-то здесь отказали, потому что у нас всегда хватает денег на лечение. Отчеты о работе фонда приводятся премьер-министру на заседании Кабмина. По постановлению всех ветеранов-инвалидов мы обслуживаем все как положено. А обычных ветеранов мы не можем обслуживать, отправляем в Минздрав, и там сразу тоже оказывают помощь, внимание. Что говорят инвалиды? Все довольны. Ветераны войны в части лечения. Довольны, что сразу все оперативно, все вовремя отправляем без задержек, что за пределы Республики Абхазии, что на территории. Медикаменты, лекарства. С лекарствами проблем нету, все у нас нормально. После операции, которая прошла несколько месяцев назад, Джемал Эйник не обращался ни в фонд, ни в Минздрав, ни к премьер-министру республики. А если бы обратился, то ему помогли бы вновь, подчеркнул Хашуа. В нашу сторону он не обращался, по этому поводу мы сами тоже увидели в соцсетях и удивились. Тем более, когда там написал, что он обратился к премьер-министру, и премьер-министр отказал. Такого не может быть, потому что когда к нему обращаются инвалиды войны, он звонит нам и спрашивает, в чем дело. Почему не к нам, а к нему. Во-первых, такого не было. И я сомневаюсь в том, что ему кто-то отказал. Раз он к нам не обращался, значит, я уверен, что и в других структурах я сейчас с министром здравоохранения тоже разговаривал, к ним тоже никто не обращался. Министерство здравоохранения республики сделало заявление, в котором сообщает, что обращение Джемала Эйник было рассмотрено в Минздраве. И, конечно же, ведомство было готово оказать помощь в рамках целевой программы лечения граждан на территории Абхазии и за ее пределами. Но ветеран отказался, ссылаясь на то, что ему нужна именно финансовая помощь. Кстати, подобного рода публикации с анонимных страниц и фотографии ветерана и номером карты появляются в соцсетях не первый раз, отметили в фонде. С этим же постом он обращался год назад именно вот с этим фотографиям, которые сейчас... Да, мы в ходе пока еще и помогали, лечили, но потом мы попросили, чтобы он убрал, тогда он убрал этот пост. Сегодня мы увидели, пока даже не успели, потому что столько ажиотажа, столько людей звонят, спрашивают, почему так. И мы сами удивлены. Нам сами. Это не его пост, но его какие-то друзья или знакомые, я не знаю, кто это. К нам никто не приходил в любом случае. Ни родственники, ни он сам лично. За 2 года работы Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии никому из ветеранов-инвалидов не было отказано в помощи. Как рассказали Дмитрий Тарба и Эмза Рашуа, за год потрачено 53,5 миллионов рублей только на лекарства, приобретенные в Абхазии. На лечение было израсходовано еще 32 миллиона рублей. Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В апреле 2022 года при плане в 192,6 миллионов рублей сумма начислений таможенных платежей составила 258,1 миллион рублей, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. План за апрель выполнен на 134%. В сравнении с показателями прошлого года объем начислений увеличился на 37,3 миллиона рублей или на 17%. По итогам 4 месяцев 2022 года при плане в 622,9 миллионов рублей таможенными органами начислено в бюджет республики 829,2 миллиона рублей. План за 4 месяца выполнен на 133%.
Ресторан абхазской кухни «Ривьера» в Москве стал победителем номинации «Гастроэкспаты» престижной национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Гастроэкспаты – это интересная история об иностранных шеф-поварах, которые работают в России, гастрономические места, в основе концепции которых иностранная национальная кухня в российском исполнении, традиционные и авторские рецепты с акцентом и, конечно, спецпредложения, благодаря которым гости заведения могут попробовать какую-то страну на вкус. Главная задача премии, основанная в 1993 году во Франции, определить лучшую ресторанную концепцию среди заведений новичков. О ресторане «Ривьера» и о том, как его владельцам удалось удивить московскую публику, в репортаже Сарии Кварцхелия. Южная атмосфера, дизайнерский интерьер, оранжерея с живыми растениями. Ресторан «Ривьера» – удивительное место абхазо-итальянской кухни. И именно этот ресторан удостоен престижной национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2022» в номинации «Гастроэкспаты». Огромный зал, то есть там сидят самые такие известные люди страны. Голосование было, по всей стране. Люди, которые попадали в наш ресторан, или слышали, или видели. Потом мы попали в 100 ресторанов, и потом уже пробрались на первое место. В течение 3 месяцев официальный медиапартнер премии проводил народное онлайн-голосование. Из топ-100 ресторанов, открывшихся в 2021 году, определились лучшие в 8 номинациях. Авторы ресторанных концепций поделились актуальными трендами, а шеф-повара показали свое мастерство на профессиональных мастер-классах, дав гостям фестиваля попробовать и оценить самые интересные блюда своих заведений. Основное абхазское меню «Ривьеры» составляют классические кавказские блюда – аджапсандал, айлач, абыста, копченое мясо, которое привозят в московский ресторан прямиком из Абхазии. Поэтому «Ривьера» – излюбленное место гостей и наших соотечественников в Москве. Они тоже являются как раз-таки той частью, которая и голосует, когда это надо, и как-то приходит и приводит друзей. Это очень важно. Соотечественники собираются, конечно, на самом деле у нас еще и другие наши рестораны, чачача их тоже знают, наверное, в них даже чаще могут быть, потому что они более каждодневные. Собираются и молодые, и старшие. А «Ривьера», он такой больше событийный бывает, какие-то, когда мероприятия проводят. Стараемся как-то не подводить. Особого внимания в «Ривьере» заслуживает выпечка, которой посвящен целый раздел меню. Здесь представлено 7 видов хачапуров, чебуреков, а также лаваш, изготовленный в печи тоны. Руки у нас, конечно, это наши женщины из Абхазии. Это Ачамтира, Сухум, гудаутские женщины есть. Кто у нас там? Тамила, Джикерба, Джуда, Джелия. Есть у нас женщины, да, разные, там и мигрелки работает, и гречанки работает. Такой, в общем, абхазский у нас говорит. Здание, где расположилась «Ривьера», построено наподобие знаменитого ресторана «Гагрипш» в Гаграх. Чтобы перенести гостей ближе к югу, дизайнеры интерьера использовали в работе натуральные материалы – дерево, кирпич, стекло. Тема курорта отражена и на стенах, которые украшены росписями, напоминающими горы и море. Есть вещи, которые напоминают тонким образом там произведение, кое-какие мы там на стене изобразили художники. Оно может тонко напоминать какие-то места в Абхазии, но опять же такие же места могут быть и в других, не знаю, в той же Италии или в той же Франции. Итальянская часть меню, отточенная годами и зарекомендовавшая себя классика. От разнообразных тартаров, карпаччо, салатов и закусок под вино до 12 видов ризотто и пасты. Красивый проект с хорошим местоположением стал успешным, особенно учитывая любовь жителей столицы к кавказской и итальянской кухне, которые всегда были самыми популярными в Москве. Ежегодно за статус лучшей ресторанной концепции в рамках премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» ведут борьбу рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции и России. Сария Кварцхелия, Абхазское телевидение. В культурной столице России, Санкт-Петербурге, на территории развития Гранд Каньон открылась выставка «Погружение. Дыхание высоты». На выставке представлены работы фонда «Горная Абхазия». Экспозиция открыта при поддержке ВААГ и лично Мусы Экзекова. Территорию развития Гранд Каньон в течение месяца посещает около 1 миллиона человек. И поэтому, конечно же, это возможность огромному количеству людей показать природу Горной Абхазии, вдохновить их на то, чтобы они приехали в Абхазию и уже воочию увидели то, насколько красивы горные рассветы и закаты. На выставке представлено 36 работ. Эти работы
собраны, в принципе, за 10 лет исследовательских экспедиций, исследовательских, археологических, поисковых. В этих 36 работах отражен наш труд. Более 360 дней мы провели в горах, в том числе и зимние экспедиции, зимовки. И поэтому за каждой из этих фотографий кроется какая-то история. Фонду «Горная Абхазия» уже более 10 лет. Мы осуществляем археологические экспедиции, исследовательские. Мы понимаем степень нашей ответственности, и поэтому у нас есть экологические акции. Стараемся развивать горный туризм, как летний, так и зимний. И рассказываем о том, что все пространство Горной Абхазии – это территория ответственных действий. Что бы мы там ни делали, мы должны с особым вниманием подходить к этим пространствам. В столице Российской Федерации состоялся юбилейный концерт московского детского ансамбля абхазского танца «Амцебс». Коллектив был создан в 2012 году с целью сохранения в детях национальной культуры и самобытности. Сегодня «Амцебс» – победитель многих престижных фестивалей, участник концертов и даже спектакля на сцене Большого театра в постановке режиссера Никиты Михалкова. О том, как прошел юбилейный концерт и какие номера были представлены зрителям, в репортаже нашего корреспондента в Москве Нонны Кокускер. Генеральная репетиция юбилейного концерта московского детского ансамбля абхазского танца «Амцебс» только что завершилась. Но маленький артист Тимбот продолжает отрабатывать свой номер. Ведь, несмотря на возраст, он уже настоящий артист. За кулисами тоже суета. Руководитель ансамбля, родители, юные артисты – все готовятся к предстоящему выступлению. 10 лет – много это или мало для ансамбля? Наверное, лучше всего ответит на этот вопрос достижения. Созданный в 2012 году в Москве коллектив, призванный сохранить в детях национальную культуру и самобытность, превратился в настоящий профессиональный ансамбль. Сегодня «Амцебс» – победитель многих престижных фестивалей, участник концертов и даже спектакля на сцене Большого театра в постановке режиссера Никиты Михалкова. Но никто, кто знает близко руководителя ансамбля Лашу Марухпа, не удивляется такому успеху. Ведь он настоящий профессионал в своем деле и умеет раскрывать в детях таланты. За 10 лет, конечно, много сделано, но это не значит, что это предел. Я думаю, с большей помощью мы добьемся и большего. Вот, на сегодняшний день 80 детей, это поддержка родителей и детишек. Это все сказывается. Сегодня «Амцебс» – это 80 детей от 4 до 14 лет. В репертуаре как абхазские народные танцы, так и танцы братских народов Кавказа и Закавказья. Что неудивительно, ведь и сам коллектив многонациональный. Сеймур Исмаил – азербайджанец, он солист ансамбля, выступает почти в каждом номере старшей группы. Но есть у него и любимый танец. Самый любимый мой танец из нашей программы – это чеченский танец. Потому что я его чувствую по-особенному. И думаю, что я передаю весь характер этого народа в данном танце. Позади 3 сложных года острой фазы пандемии. Но несмотря на трудности, ансамблю удалось не только сохранить, но и подготовить к юбилею новую программу с обновленными номерами и костюмами. Каждый выход юных артистов на сцену зрители принимали овациями. Программа концерта делилась на 2 отделения. В первом зрители увидели такие номера, как азербайджанский танец, танец исламей, горский танец, номера «Встреча у родника» и «Озорные девчата». А для второго отделения подготовили номер «Абхазская свадьба», армянский девичий танец «Белый голубь», чеченский перепляс, осетинский народный танец «Хонка кафты», кавказскую сюиту, ритмы Кавказа. Отрадно, что именно вот в центре Москвы, в таком прекрасном зале, справляет юбилей наш ансамбль. Этот ансамбль воспитал несколько поколений уже. Дети, которые ранее танцевали у Лаши, уже водят своих детей танцевать. Настоящим сюрпризом для всех стал номер, подготовленный мамами участников ансамбля. Надо отметить, что все основные хлопоты по подготовке к концерту и рутины, связанные с репетициями, ложатся именно на их хрупкие плечи. Потому, несомненно, они заслужили свою минуту славы на этом прекрасном вечере. Я пришла в ансамбль в 6 классе, мне было лет 12-13.
Занимались мы в маленьком помещении, нас было человек 10, возможно, и вот с этого мы у истоков стояли, если можно так сказать. Самое важное – это ответственность, которая лежит на каждом из детей и родителей, потому что, выходя на сцену, ты должен отвечать не только за себя, но и за других ребят также. Старшая группа ансамбля – это уже опытные артисты. За их плечами участие во многих престижных фестивалях и концертах. Теперь они передают свой опыт начинающему поколению танцоров. Наверное, самые теплые, самые запоминающиеся моменты в рамках ансамбля для меня – это, возможно, поездки в лагерь в Абхазию. Вот, мы тогда очень сильно сплотились, и у нас появился такой довольно серьезный командный дух. Мне кажется, это всегда очень важно для коллективного труда, для коллективной работы. Вот мне, наверное, запоминается больше всего первая ассоциация при слове «ансамбль» именно это. В этот вечер звучало много поздравлений в адрес участников ансамбля и его художественного руководителя Лаши Марухова. В своем видеообращении ансамбль с юбилеем поздравил министр культуры Даур Ковы. Временный поверенный в делах Абхазии в России Мадина Авицба поздравила руководителя ансамбля с юбилеем и передала благодарственное письмо. Видеообращение подготовил известный режиссер Никита Михалков. Как известно, Лаша Марухова сыграл эпизодическую роль в его знаменитом фильме «12». А в одноименном спектакле на сцене Большого театра выступают участники ансамбля. Сейчас вот ситуация в виде какая. Надеемся на большие выступления, на большие яркие площадки выходить и фестивали. Это все у нас как бы в планах. Вот. И также постановочные дела, новые номера, новые танцы, новые выступления. Юбилей своим участием украсили гости концерта: ансамбль адыгского танца Черкесия, ансамбль Калинка, фольклорный ансамбль Савичора, певицы Раида Киут и Милена Барцыц. Завершился концерт долгими и бурными овациями. Промежуточные итоги подведены, а впереди новые планы и успехи. Нона Кукускир специально для абхазского телевидения из Москвы. В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Сухумской второй школе имени Александра Пушкина проходит битва хоров. Ученики младших классов исполняют военные песни. Нужно отметить, что в этом году впервые дети поют и на абхазском языке. В первый день конкурса выступили учащиеся вторых и третьих классов. Во второй день будут выступать ученики четвертых классов. Выделившимся классам будут вручены подарки. По словам организаторов, такие мероприятия воспитывают у детей чувство патриотизма, прививают любовь к родному языку и истории. В течение недели в школе будут проходить классные часы, конкурсы рисунков, чтение стихотворений на военную тематику. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка, посвященная 275-летию владетельного князя Абхазии Келешбея Чачпа. На выставке представлено 35 экспонатов. Это и работы художника Батала Джопуа, эскизы, портреты и различные планы Сухумской крепости, эскизы к памятнику Келешбею, над которым работает скульптор Миран Адлиба, постеры с цитатами о Келешбее. Дата открытия выставки выбрана не случайно. День рождения владетельного князя Абхазии точно неизвестен, а вот день его смерти, вернее убийства, 2 мая 1808 года. Экспозиция подготовлена кандидатом исторических наук, деканом исторического факультета АГУ Аликом Габелия и кандидатом исторических наук, старшим преподавателем кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Джамбулом Инжге. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 4 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Временами возможен кратковременный дождь с грозой, местами туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.